наши отвратительные и ужасные зрители. Шучу! С прошедшим Хэллоуином вас! Праздник прошел, а атмосфера осталась. Только не бойтесь смотреть. Новости совсем не страшные, если только чуть-чуть. Уже учимся целых 2 месяца, а каникулы еще не скоро. Пока студенты с грустью смотрят на календарь, школьники своих каникул уже дождались. Однако ребята провели эту неделю за учебой в университете. Специально для школьников наш вуз организовал проект «Каникулы в СГУ». На протяжении недели участники посетили 15 образовательных площадок. Это мастер-классы и викторины на разнообразные темы. От информатики и истории до биологии и журналистики. Задания составляли преподаватели и студенты СГУ. Институт иностранных языков подготовил для будущих абитуриентов квест по страноведению. Останутся англоязычные страны, где школьники узнают, мы надеемся, достаточно много интересного про Австралию, про Великобританию, про Соединенные Штаты Америки. У нас есть скандинавские страны, да, которые эти языки мы, конечно, не изучаем, но наших студентов, у нашего университета есть возможность ездить на стажировки в скандинавские страны, поэтому вот эту станцию мы тоже решили подключить. Я узнал, что гораздо больше слов, чем мы думаем, взято из французского и из прочих языков, что не весь русский является русским на 100%. Также с 30 октября в университете проходит уже традиционный проект «Осенняя сессия. Шаг в профессию». Он готовит школьников к сдаче государственных экзаменов и осознанному выбору специальности. Все самые ужасные персонажи сегодня собрались на нашей студии. Но кто же их босс? Об этом я говорить не буду. Она сама это сделает. Татьяна сегодня пришла к нам в студию, рассказала о своем хобби под названием аквагрим и нарисовала 2 корреспондентам хэллоуинские образы. О том, каково работать на детском празднике, что требуется от художников по гриму и многом другом в нашем интервью. Рисовать я любила со школы, и так получилось, что лет 5 назад у меня как раз знакомый, он знал, что я хорошо рисую, и он собирался на вечеринку на Хэллоуин. И говорит: Таня, ты можешь мне нарисовать вот что-то такое жуткое? До этого я как раз не делала аквагрим, мне было с одной стороны интересно, ему понравилось, мне понравилось, и потом вот как раз потихонечку я стала развивать это, ну вот это больше было как хобби для себя. Вначале у меня было всего 3 цвета. И даже не помню, почему они у меня появились. Вот помню красный, черный, белый. Тяжелый образ, я всегда очень волнуюсь. Я вот подбираю, если мне говорят конкретно, вот, допустим, у меня был очень интересный заказ пару лет назад. Знакомый хотел быть Тони Старком. Но это больше не грим, но он хотел стать похожим. Вот. И это больше как макияж, но мне пришлось вот подобрать фотографии, посмотреть, там как-то более сделать форму бровей, скулы вот под этого актера. И лучше это заранее попробовать. И я над подругой поразвлекалась, и мы из нее такого брутального мужика сделали, что мы потом фотографировались, и реально это был мужчина. Участвую в мероприятиях детских, то же самое вот Национальная галерея. Часто приглашает в такие мероприятия, как Ночь искусств, Темные аллеи, когда как раз очень много взрослых и детей, и каждый почти ребенок очень хочет, чтобы ему нарисовали, и там всегда километровая очередь. Я когда только начала с детьми работать, было сложно, было страшно, вот, а потом как-то привыкаешь и уже там знаешь, что предложить. У меня, допустим, у детей есть особенность, им нужно все равно какой-то образец перед глазами. Я приношу распечатки, даже не своей работы, а с интернета, чтобы примерно. Допустим, он не знает, что он хоть посмотрел, может подойти и показать, вот, я хочу вот Спайдерменом быть. Те, кто обращается, они чаще всего что-то конкретное уже хотят. Это как вот детский утренник, ты уже хочешь быть там снежинкой, там, не знаю, снеговичком, и тоже вот что сейчас популярно. Когда вышел этот отряд самоубийц, там девочки хотели быть а-ля Харли Квинн. А я, наверное, практически в ноль, что ли, работаю. Сколько вкладываю, столько мне возвращается, потому что я чаще, вот, если с галереей, я бесплатно работаю. Вот, и как-то больше на свой интерес. На друзьях я просто нарисую. Вот мне хочется, руки зачесались, вот тот же самый жуткий грим. Вот, а многие согласны, даже наоборот, такие: я хочу быть подопытным кроликом, сделай на мне что-нибудь. Вот у меня как раз друг, я уже 2 раза на нем рисовала. Люди, вот ты с кем-то посотрудничал, и они уже потом запоминают, они снова обращаются.
В черном городе, на черной улице. Нет, не на Катаева, на Старовского. Студенты отмечали Хэллоуин. Узнать, так ли было страшно, отправился наш новый корреспондент Джокер. Страшные истории, костюмы, грим и радости. Популярный на Западе праздник давно полюбился нашим студентам. Сегодня любой желающий смог окунуться в атмосферу Хэллоуина и пройти жутко интересный квест. Организаторы праздника – Институт иностранных языков. Для участников они подготовили квест из 4 этапов. На одном отгадывали фильмы ужасов по эмоджи и злодеев по их атрибутам. На другом удерживали как можно больше шариков, чтобы не слопал Пеннивайз. На третьем постигали мастерство зельеварения. На станции была, мы ее называем коробка смерти. Суть была в том, что в коробке лежало 5 предметов, и участникам каждой команде необходимо было их найти. В конце каждого конкурса у нас организаторы выдают жетоны, на которых выставляются баллы. И в конце подводится итог, самая успешная команда, у которой больше всего баллов, получает мешок сладостей. Закончилось мероприятие небольшим фуршетом. Мне понравилось, когда мы собирали шарики и фоткались с Пеннивайзом. Павел Россел, Александр Кочкин. Специально для Вувна. А теперь о серьезном. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий в СССР. На выходных несколько наших корреспондентов вместе с другими студентами-журналистами съездили в поселок Ажиром Карткиросского района, где раньше находилось управление исправительно-трудового лагеря Локчемлага. Съездили не только ради интереса, но и для того, чтобы поучаствовать в съемках документального кино. Режиссер Павел Фрычко около 4 лет создает фильмы про места массовых захоронений репрессированных. Он не только снимает документальное кино, но и организует туда поездки для групп школьников и студентов. Мне очень нужны были именно какие-то молодые люди, потому что одно из условий в этих фильмах, фильмы будут называться «Вера, надежда и любовь», здесь мы снимали веру. Одно из условий – это чтобы молодые люди увидели своими глазами то, что происходило с нашей страной в прошлом веке, эти репрессии. Перед тем, как отправляться на экскурсии, Павел просит молодых людей написать эссе на разные темы. В этот раз такой темой стал вопрос: что для вас значит человек? Студентка 4 курса Диана Челфапур написала про свою бабушку, которая была репрессирована вместе с матерью в республику Коми. Несмотря на тяжелые условия, грубость и другие трудности, она всегда верила в людей. Для Дианы бабушка – это пример настоящего человека. Тема репрессий очень близка моей семье, потому что благодаря репрессиям, скажем так, моя семья оказалась именно в Сыктывкаре, и мне бы хотелось узнать просто об истории России в тот сложный для них период. Ссылки на первый фильм Павла Фрычко «Надежда» и на публикации о нашем экскурсоводе Анатолисе Смелингисе и поселке Аджиром можно будет найти в описании к выпуску. В четверг в университете официально открылся ежегодный фестиваль науки. Главной его площадкой стал традиционный форум 40 ин. О том, какие проекты и изобретения были в этом году, смотрите в следующем сюжете. 40 ин проводится уже в 5-й раз. Свои научные проекты студенты колледжей и институтов представили на выставке в фойе 2-го корпуса университета. Я представляю здесь 2 проекта. Это первый проект реабилитация загрязненных земель и водных ресурсов на примере поселка Водный, находящегося под Ухтой. Мы предлагаем создание предприятия, которое будет добывать природные ресурсы республики. В прошлом году на форуме было представлено 40 научных работ, в этом 28. По словам организаторов, несмотря на уменьшение количества проектов, качество проработки в этом году выше. Импонирует то, что ребята, которые выставляют свои темы, свою проблематику, они откуда-то взяли это все. То есть практически нет просто пустых чего-то. Начиная сегодня от переработки автошин, или применение газа в двигателях, да, или же, допустим, ландшафт территории, или переработка отходов. Это все очень важно. На форуме выступила компания «Теле2», партнер университета. Его представители рассказали о стипендиальной программе, в которой могут поучаствовать и получить одну из 5 призовых стипендий студенты разных степеней, форм обучения и даже разных операторов сотовой связи. Для этого необходимо выбрать одну из предложенных тем и разработать по ней свой проект. Заявки принимаются до 14 ноября. Темы мы постарались сделать так, чтобы они были очень разные, но их объединяет одно.
для их реализации, для идей нужно использовать мобильный интернет. Бизнес-тренер Сергей Пономарев провел мастер-класс по социальному предпринимательству. Он рассказал, что такое социальный бизнес, как его можно построить и к каким фондам обращаться за помощью. Не сильно верю вот прямо то, что студенты прямо сейчас начнут там создавать готовые IT-бизнесы, но заронить зерно, да, чтобы оно проросло через несколько лет, да, я считаю, это вполне возможно. В этом году форум продлился всего 1 день. Лучшие работы, по мнению экспертов, будут известны уже на следующей неделе. Наши участники получат ценные подарки для себя. Вот. И наиболее лучшие проекты будут направлены для участия от университета в выставках крупных, которые будут проходить в Москве и в Санкт-Петербурге. Злата Курашова, Наталья Султанбей. Специально для Вувна. Ну вот и конец выпуска. А не конец света. Жаль. Надеемся, вы не забились под кровать от ужаса, ведь там тоже есть монстры. Да ладно, расслабьтесь, мы же все тут взрослые люди. Но какие могут быть монстры? Надеемся, вам понравился выпуск. Пишите отзывы в комментариях, думайте о хорошем и помните, в университете ведется видеонаблюдение.